Ассаляму алейкум, братья и сестры. Мы хотим поведать вам краткую историю нашего уважаемого старшего брата Им'али, которого не стало 10 декабря этого года. Да дарует ему Всевышний Аллах свое прощение. Им'али усердно учился у нас в мадрасе Икра. За 2 года он не пропустил ни одного урока и ни один раз не опоздал на урок. Просто вдумайтесь. Несмотря на свой возраст, и у него тоже, как и у всех, у нас были дела, работа, семья, но он откладывал все это и приходил на уроки. Его сердце было сильно привязано к Корану. Послушайте диалог Мухаммада Рамадана с Им'али, который состоялся в день экзамена. مس بروبوس كلا أخشين شرجة ما أخشين شرجة ساعة بروبوس سين أبز داني يات بروبوس كات تا أخشين شرجة أتصل دقوروكش يلوش خينا ساعة بروبوس كيوش بحان تحاش سووش تسونش سوولش أوخ سويه شومش سخول رح يش دولش حسان تقول كوك بوخ سين ده عطتناش قرآن ده حتى شرش دق إيش دوي أتت شو صول بلغا ولش للقحة مرت سنين وانقضت لم تنسنا الألم. Свидетельство Мухаммада Рамадана на похоронах про Им'али. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если вы увидите человека, который постоянно ходит в мечеть, то свидетельствуйте и знайте, что он является верующим. В хадисе, где говорится про 7, которые в судный день будут под тенью Аллаха, одного из них, которого упоминает пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является тот, чье сердце привязано к мечети. Как мы знаем, то, что мы увидели, сердце Им'али было привязано к мечети. И он также покинул этот мир, являясь учеником мадраса, в котором учился правильному чтению священного Корана. Впервые за 2 года с лишним он пропустил урок. Это случилось, когда его жена и он заболели. Я преподавал урок, когда раздался звонок. Это звонил Им'али. Он сказал мне: «Мухаммад Рамадан, я сегодня не смогу прийти на урок. Хоть и стесняюсь говорить как есть, но чтобы ты знал причину, я скажу. Жена моя и я заболели. И из-за того, что я боюсь заразить тебя и братьев, которые со мной учатся, я пропускаю урок». Чтобы поддержать Им'али, я сказал ему: «Не беспокойся, ты сильный, инша Аллах, ты поправишься. Ты еще должен закончить наше медресе». Его ответ наполнил мое сердце теплотой. Им'али сказал мне: «Нет, нет, я не беспокоюсь о себе, о своем здоровье. Альхамду лиллах, хвала Аллаху, Всевышний даровал мне эту болезнь, и я доволен всем. Я переживаю, что впервые пропускаю урок в медресе. Вот что меня беспокоит. Вот чем я опечален». Вот такие вот слова от нашего брата Им'али. Я и люди пожилого возраста, которые как ученики присутствовали на уроке, были очень приятно удивлены его ответом. Действительно, это был прекрасный ответ. Им'али показал яркий пример для всех, кто находит причины, чтобы пропускать уроки, которых и причинами назвать трудно. Если учитель похвалил ученика и дал про него хорошее свидетельство, это важнее, чем ученик похвалит своего учителя. وبالمؤمنين إخوانا وبالمؤمنات أخوات ثبتك الله بالقول الثابت. ذكركم يا عزواتي أبي وأم كل نفس ذائقة الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
По милости Аллаха, Исмаил заслужил нашу любовь и привязанность. Как не любить человека, который на примере показал свою любовь и привязанность к Корану? Да воздаст ему Аллах благом. Вчера мы похоронили одного нашего ученика, которому было за 60 лет. Мы все его полюбили за его отношение к Корану. За 2 года он не пропустил ни одно занятие, даже не опоздал ни разу. Но чем он очень полюбился всем, у него был такой мягкий характер. Исмаил. Да воздаст ему Аллах раем Исмаилу. Я тоже узнал про то, что он покинул этот мир, когда люди начали писать в странице Мадраса Икра, у нас был пост. Я сегодня узнал от Мухаммада Рамадана, что ему было 63 года, когда он покинул этот мир. А Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, тоже было 63 года, нашему любимцу, посланнику Аллаха. Вот дуа после хатму Коран, да, там есть такие слова. Сделай, Аллаха, как просьба, сделай из моей жизни самым лучшим временем это последнее время. Вот представить, 61 год он жил где-то обычной жизнью, последние 2 года он пришел в медресе и связал свою жизнь с медресе, с Кораном. Даже вот последний экзамен он проходил, по баллам как бы проходил. Мы ему сказали просто, тебе, конечно, было бы лучше еще немножко, еще один семестр обточить свое чтение. Он сразу согласился. Вот мута'алламом он ушел. Когда человек хочет изучать Коран, он находит способы, как нашел наш брат Исмаил. Да воздаст ему Аллах благом за такое красивое отношение к священному Корану. О Аллах, мы просим Тебя простить ему грехи, и мы просим Тебя даровать ему высший рай Фирдаус. Поистине, Ты прощающий, дарующий, и милость Твоя безгранична. Братья и сестры, берите пример с нашего брата Исмаиля, ведь он показал нам всем, что можно все оставить и найти время для изучения священного Корана. Мир вам и милость Аллаха.